Добрый день, уважаемые читатели! Вас приветствует отдел естественно-научной литературы Национальной библиотеки. Сегодня у нас в гостях наша ученый-генетик Урана Николаевна Ковалева, доктор биологических наук, профессор Российской академии естественных наук. Добрый день, Урана Николаевна. Здравствуйте. Да. Сегодня мы собрались по поводу презентации вот этой книги «Тувинская скифия», которую Урана Николаевна написала вместе с работником Тувинского научного центра, и мы немного о ней побеседуем. Урана Николаевна, скажите, пожалуйста, почему вы приняли решение заняться вот этим новым научным направлением Тувинская скифия? Спасибо, Любовь Георгиевна, за нашу встречу уже по новой книге. Книга написана на 2 языках, то есть она по существу имеет широкую аудиторию. Это на родном, на нашем тувинском языке и на русском. Вот. Скифия – это область распространения скифского человека. Вопрос повсеместно, если взять, остается открытым. У нас недавно ученые сообщили интересный артефакт, что в раскопках были найдены останки скифского, в кавычках, человека. Поэтому мнение генетиков очень важно. И эта книга является трудом многолетних исследований. Первая часть книги написана, как я уже отметила выше, на тувинском языке, а вторая часть книги, она написана на русском языке. Это является нашей уже с Любовью Георгиевной цикле книг традицией. Поэтому я надеюсь, что читатели в нем найдут обязательно ответ на стоящие вопросы перед Тувинской скифией. Урана Николаевна, вот в процессе ваших научных исследований, удалось ли вам выявить факты, именно то, что тувинцы являются как потомками скифов? Я вам скажу, наверное, больше как специалист в своей области генетики. Вообще генетика – это очень прикладная наука. Она умело отвечает на вызовы времени. Ее область распространения, начиная от образования человека, просвещения – это очень важное место, до, как я уже сказала, до вызовов времени. Всегда ученые находят ответы. Тем более, когда мы говорим об истории Тувы, то тут точка над «и» заканчивается на генетике. Вот. История Тувы, она очень богата, она разнообразна. Это древний край, как показывает тувинская наука. Поэтому я не случайно сказала, что это очень большой промежуток времени. Представьте себе, первые наши исследования показали, генетические исследования показали, что предки и америндов, а к америндам, наверное, уже Тува привыкла, население привыкло, это новый термин, который был введен, американские индейцы. И ветви американских индейцев и тувинцев, оно стыкуется в одном стволе, если брать общее древо человечества, и у америндов, и у древних тувинцев имеются прародители. Имена этих прародителей, вплоть до имен известно. Имена этих прародителей Анай, Барбак, Дары, Чачи. 4 праматери известны. И современное население Тувы
Вот я тут обращусь, прекрасная фотографии. Современные тувинцы здесь показаны в разных, скажем так, ипостасях. Вот прекрасный такой фотогалерея. Видите, тут самое разное поколение тувинцев изображено. Это наши современные тувинцы. И как специалист я вот вижу в их лицах сведения и доказательства применительно к тувинской скифии. То есть наша история, она не должна быть где-то залеживаться на полках, да, на полках, а именно это те свидетельства, те доказательства, которые рядом с нами. И не увидеть, и не показать этот этногенофонд, один из терминов, который мы тоже вставили в тувинскую науку вовремя, не показать этот генофонд, не показать ту историю, которая рядом с нами, это будет, ну, как специалист говорю, непростительно. И поэтому вот эта книга включает, казалось бы, она, собственно, представляет такое скромное очертание, да, но тем не менее, я, как опять же, как специалист говорю, цены этой книги, наверное, буду надеяться, нет. Вот. Поэтому, говоря о нашей генетике, вот мы говорили о протоматерях, Анайпурбак Чачитары, наши праматери современных тувинцев. Эти же тонкие знания касательно митохондриального генома, а у человека в клетке заключен и ядерный геном, и внеядерные геномы, что означает, что один из очень точных подсказок на предмет точных ответов поставленным вопросом к артефактам, найденным под Тураном Ашан-2, должны быть очень точные ответы. И для этого есть инструмент, все уже о нем наслышаны, кто-то уже разобрался. Вот митохондриальный геном, который передался от тех 4 наших родителей, протоматерей, тоже новый термин. Вот как бы начинает всю эту историю и проходит этот степной коридор мимо во времени и шкале от протоматери, потом мы пересекаем время, когда у нас скифский период был в Туве, и заканчивается уже современным населением. Тут вы видите Урану Николаевну, представительницу, да, и Любовь Георгиевну. Я уже могу точно сказать, что Любовь Георгиевна, сколько мы с ней работаем, общаемся, она у нас якутянка, да, происхождения. И что самое интересное, вот мы начали сначала по шкале, по времени, что нам точно известно, да, и вот это получается как бы середина того масштабного времени, что прошла Тува. И я уже говорю о представителях современного населения, о коренном населении. Я одна из представительниц. И Любовь Георгиевна, которая тоже, ну, имеет отношение. Да, имеет отношение к этой книге. У нас есть одна из фотографий, где изображены европеоиды, наши ученые, Заика, Владимир Ильич Забелин, наши ветераны. Вот среди вот этих современных людей Тувы и заканчивая нашими малышами, малыми академистами. То есть здесь есть очень удачные карты, которые нам помогли в
компоновки вот, содержания этой книги. Тут представлена этнокультура, этнонаука, этногенетика. Все это новые термины. Я надеюсь, что мы удачно эту книгу написали, потому что, видите, она не тяжела для прочтения, начиная от младших наших возрастов до наших стариков. И у меня еще такой вопрос, Алла Николаевна. Вот в процессе ваших научных исследований, да, и также историки пишут по истории, что раньше коренное население было светловолосым и была светлая кожа. На самом ли деле это так? Да, это так. Вы посмотрите вот на эту фотографию. Она включена не случайно. Когда я масштаб времени начала с конкретных результатов, с проматерей, она его бакчачидары, о современном населении, их дети, то, говоря об америндах, вот справа на этой фотографии, где изображены ребятишки, да, дети Товы, это с разрешения, значит, брак американца, мужчины, и женщины-тувинки. Вот они напоминают, и опять я как специалист хочу подчеркнуть, напоминают наших америндов, строго говоря. Мы перебирали много семей, которые проживают в Туве. И с разрешения, вторая фотография, мне удалось их найти среди чедерцев. Чедер – это пошаговая наша здравница, где народ выезжает, и они в расслабленном состоянии оздоравливается, да, наше население, козылчане. И вот эта фотография замечательная слева показывает тех самых древних тувинцев, которые имеют отношение, в кавычках, скифов, я осторожно говорю всегда, пользуясь тем или иным термином, а этот термин не я придумала, поэтому в этой публикации я беру в кавычки. Как отметила Любовь Георгиевна, это светлый фенотип. И поначалу, когда мы вот писали книгу, мы не знали, какие термины подобрать к этому морфологическому типу. Вот тут ребенок, смотрите, он такой солнечный у нас. И рядом мама тоже солнечная. То есть это вот тот самый коридор во времени и масштабе, что испытала наша древняя и тогда современная Тува. То есть вот те наши все исследования, те наши доказательства, публикации, статьи многочисленные, которые вышли в мире, в Америке, а у нас есть многочисленные отзывы об этих работах. Наши тувинцы, которые проживают там, они обращаются тоже к автору, вот за этими статьями, увозят туда и находят язык с этнокультурами, которые объединяют наши материки. Вот. Это так. Что хорошо вот в этой книге, когда я вам показывала представителей современных тувинцев, тут замечательный ряд, да, вот, собственно, даже здесь, вот европеоиды наши до Любовь Георгиевны, светлый фенотип, среди современных азиатских лиц, проживающих в Туве. И вот где ряд у нас масштабирован, тут вот, если вы обратите внимание, тут какие-то фотографии у нас увеличены, не зря. И вот в этом ряду, смотрите, вот если брать разные поколения, то мы от стариков переходим к нашим малышам. Этот феномен очень хорошо виден на малышах.
Видите, вот последним изображен лялька, малыш на руках матери. Этот феномен очень хорошо проскальзывает среди молодого поколения. Но у нас есть очень редкая фотография, где бабушка, девочка Настя, которая, вот эта фотография, мы воспользовались одной фотографией, которая запечатлена в галерее рядом с набережной Енисея. Енисей — это Енисай, мать река. Видите, везде вот что ни возьми, очень трепетно, если приглядеться, присмотреться специалистам, то элементы, они все вот тут, рядом с нами. И вот тут еще 3 поколения сразу, да, вот Настя маленькая вся солнечная, бабушка солнечная и вот брат, наверное, я так думаю. Хотя я с ними не знакома, но эти фотографии, они с разрешения выставлены в галерее на набережной Енисея. Что важно, вот, отвечая на вопрос Любовь Георгиевны, наши исследования показали до 2020 года, включительно в 2021 году тоже выйдут статьи. Вот. Большая команда ученых работает, генетиков, в год 1 раз. Сразу бригадой выезжают и вплоть до 1000 населения на самые разные вопросы находят ответы. Это очень большие масштабные задачи. И вот, казалось бы, карту возьми, да, какого-то там года. Вот, ну, данная карта — это нашего классика наук, гуманитария Мамнаева Мангуша Курдуловича. Видите, на этой карте изображены вот Запад, Любовь Георгиевна, смотрите, да? Запад Сарыглар там есть, находите, род Сарыглар. Да, переводится, это наши традиционные среди родов имена родов. И переводится как желтый. Вот. А если мы возьмем вторую половину Тувы к востоку, то вы здесь аккуратно можете присмотреться тоже. Увидите, есть Акчоду, Карачоду. Видите, дифференциация населения идет на светлый род и на темный род. То есть наши же исследования и по западу, и по востоку, восточные районы Тувы, они очень хорошо, гармонично впитываются во все те данные, которые обнаруживают ученые Тувы. Тува вообще ударный объект исследования ученых со всего мира. Надо это отметить. И по крупицам, осторожно прочитывая и рассматривая те или иные идеи, мы пришли к тому, что вот здесь, в этой книге, заключена весь масштабный степной коридор Тувы во времени. Вот, она органично, эта книга, обращается в наши классические труды и современные исследования генетиков. Что самое интересное, вот знаете, в генетике так бывает, ты вроде как и разведчик, банальное слово, ты как разведчик, вот тебе задача большая, объемная, поначалу кажется, что как ее, Боже мой, решишь. Но так получается, что наука тем и хороша, что есть разные методы, разные объекты, самые разные вопросы, идеи, гипотезы. Все они все равно приводят к общему знаменателю. Я вот хотела обратить внимание наших читателей вот этой классической карте нашего классика, я уже его назвала, да, как автора. Вот казалось бы, Любовь Георгиевна, на Западе, где алтайцы, да, находи их. Тут же написано Сарыглар как маркер, да, скифы в кавычках. Но на меня обратило внимание одни данные моих коллег-ученых, что
в науке R1, A1, конечно, не специалистам это ничего не значит, но мы просто как маркер, как название, как термин возьмем. Да? Вот этот с уровня тонких наук, вот этот маркер R1, A1, сродни Сарыгар, например. Да? Вот этот маркер, представляете, не здесь его много, а вдруг на тебе. Его много на северо-восточной части, где рядом с Тураном у нас есть прекрасная Тува. Кто не видел Таджу, тот не видел Туву, не зря говорят тувинцы. Видите как? То есть все данные в пользу того, что почему-то вот рядом с Тураном я начала с находки скифского человека в кавычках, да? И теперь мы с вами, как бы разбирая, пройдясь по шкале времени, по Туве, мы пришли, ученые пришли вот к этому факту. R1, A1, это я уже говорю о молекулах и атомах. Не здесь много, как оказалось, поражает, а под Туран, рядом с Тураном в Тадже. Видите, как интересно? Другой бы человек не заметил. Если мы какой-то видим, допустим, на листочке, вот у Любовь Георгиевны здесь сад есть, потому что это, естественно, научный отдел. Растения благоухают. У нее тут сад, что приятно, кислорода много. То вот на листочке, допустим, лепесток вы когда-нибудь видели? Красивое создание, цветок на листе выросло. Другой бы человек прошел бы, это случайность, никаких тут. А вот ученые как раз таки обращают внимание вот на такие, скажем, артефакты в кавычках. И тогда, суммируя все и вся наука, они приходят к общему знаменателю. То есть вся история, которая пишется гуманитариями, без, скажу так, по отношению к нашим наукам, которые практические науки, с большими экспериментами, с дорогими оборудованиями, с большой командой, которая работает над конкретной задачей, то если по гуманитариям все собрать и вот как раз с генетиками историю и генетику взять, то все ложится на свои места. Очень даже замечательно. Ну, как вот мы с вами послушали, да, уважаемые читатели, здесь очень интересная публикация. Мы приглашаем вас в наш отдел, познакомиться с этой книгой и для себя узнать новое о том, что Тува это очень интересная территория и в историческом плане, и в культурном, и в научном плане особенно. Мы приглашаем в наш отдел естественно-научный. Вот Ураль Николаевна дарит нашей библиотеке вот это новое издание, нашей библиотеки, социальным культурным библиотекам, для того, чтобы население знало свою историю, знало свою генетику. Это очень важно для любой нации. Большое спасибо вам, Ураль Николаевна, за ваш дар, за ваше участие в наших многочисленных мероприятиях по выявлению талантливой научной молодежи и проведению мероприятий как независимого эксперта. И я хотела бы добавить, что этот год у нас науки. И я обращаюсь к ученым нашей республики. Уважаемые ученые, поскольку год науки, он специально объявлен для научного сообщества всей России, мы приглашаем вас поделиться своими научными знаниями с населением республики и поделиться своими публикациями, своими какими-то научными сборниками. Мы будем вам очень признательны, потому что на территории нашей республики наша библиотека является
как бы книжной палатой, в которой будут храниться ваши научные издания на века для следующих поколений. Мы ждем вас в нашем отделе естественно-научной литературы в любое время рабочее и в субботу с 9 до 5, для того, чтобы вы могли познакомиться с данной книгой и с теми источниками, которые есть в нашем отделе. Всего вам доброго. До свидания.